Народы Якутии, вены, венки, укагиры, долганы, якуты, русские представили этнические обряды, блюда национальной кухни, фольклор и народные промыслы на площади Орджоникидзе во время национально-обрядового праздника коренных народов Якутии Кочевье-2014, посвященный Международному дню коренных народов мира и году Арктики в Якутии. В селе Иенгере в честь празднования Международного дня коренных народов мира провели круглый стол, посвященный проблемам коренных народов промышленных улусов, где главным гостем стал уполномоченный по правам малочисленных народов Севера Константин Робик. О визите высокопоставленного гостя и праздновании подробнее в сюжете моих коллег. Открытие круглого стола начали с торжественной части. Благодарственными письмами от Ассамблеи народов Севера были награждены двое почетных жителей села. Поздравить иенгринцев с праздником приехал уполномоченный по правам коренных народов Севера Константин Робик и гости из города. Множество теплых и добрых слов сегодня прозвучало в адрес сельчан. Иенгра – уникальный наследие, где коренные жители сумели сохранить богатейшую культуру и язык своих предков. Более 1000 человек проживают в селе. Основным промыслом ивенков является оленеводство и охота. И сегодня, несмотря на мир быстро развивающихся технологий, иенгринцы до сих пор исповедуют самобытный образ жизни. За многие годы накопилось множество вопросов, связанных с промыслом и социальной жизнью. На круглом столе были обсуждены вопросы и проблемы, касающихся разных сфер жизни сельчан. Помимо медицины, активисты подняли вопрос отстрела волков и бурого медведя, строительство нового жилья, проблемы, связанные с доставкой медикаментов в ветеринарию. Был поднят вопрос нехватки свежего учебного пособия родного языка и проблеме разного диалекта печатных изданий. И это только малая часть накопившихся вопросов жителей этнического села. Я со своей стороны хочу отметить то, что иенгринские наследие депутаты подготовились очень хорошо, с тем, чтобы именно каждый специалист в своей отрасли. Они рассказали о своих достижениях немножко, о своих проблемах, потому что я считаю очень важным то, что я непосредственно с людьми встречаюсь, знакомлюсь с жизнью наследников национальных, потому что проблемы реализации прав коренных малочисленных народов Севера во многом взаимосвязаны с проблемами социально-экономического, культурного развития национальных наследников, и эти вопросы надо решать комплексно. В этой связи, конечно, состоялся такой хороший разговор. Я думаю, полезный не только для меня, но и полезный, надеюсь, для депутатов, для населения. За последние годы, благодаря комплексному решению вопросов, Иенгра получила статус наследия. Тем самым шанс защитить особо важные программы увеличился в разы. Несмотря на множество скопившихся годами вопросов, жители села не перестают нести свою культуру и язык, сохраняя традиции предков, и помочь уникальному народу с богатейшей культурой. И сегодня одна из главных задач правительства Республики России – поддержать и помочь уникальному народу с богатейшей культурой. Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Сахан-Нерюнгри.